Тема довольно грустная и печальная. А начнем немножко с другого. Сначала вам объясню, чем настоящий политолог отличается от говорящей головы в телевизоре. Просто понять, где настоящий ученый, а где просто самый обыкновенный балабол. Начнем с самых простых азов. Обычно у настоящего политолога есть, во-первых, какое-то формальное образование, то есть он, правда, политолог, имеет какую-то степень, и он принадлежит к какой-то организации, какому-то университету или, например, лаборатории исследовательской. Конечно, в наше время, когда спокойно покупают все дипломные работы, когда министр культуры покупает себе диплом, спокойно с ним существует до сих пор на своем месте министра, если несколько обесценивается, но все же хороший признак, что человек такое имеется. Второй важный факт. Настоящий политолог не будет уходить в исторические абстракции. Он не будет находить исторические примеры, исторические сравнения. Потому что, если вы услышите по телевизору о том, что сейчас то же самое, что в 1937 году, или, например, то же самое, что опричнина, потому что вот были опричники, а теперь ФСБшники. Это так не работает. Если вы видите историческую аналогию, вы, конечно, молодец, что знаете ее и видите эту историю. Но на самом деле сосредоточиться стоит на том, что меняется. Не то, что похоже на то, что было раньше, а то, что изменилось с тех пор. Потому что именно это составляет настоящую суть и настоящий живой объект исследования. Все остальное, все, что не меняется, оно либо бессмысленно, либо мертво. И в принципе никому не нужно. Поэтому настоящий политолог не будет сравнивать что-то с историей. Скорее он начнет сравнивать с другими странами. Например, наш политический режим очень похож на режим Венесуэлы. Если вы услышите сравнение России и Венесуэлы, не пугайтесь этому, это на самом деле очень хороший знак, что человек разбирается в своем деле. К тому же настоящий политолог не будет давать стопроцентные результаты ответов. Он даст вам несколько версий, даст вам тенденции, объяснит их по нескольким теориям, потому что он понимает, что ни одна теория не может описать свой предмет и объект полностью достоверно и без ошибок. Пока с самой частью закончили, думаю, можно перейти уже к самой сути лекции. Собственно, тема заявленной лекции – это цифровая репутация. Большой брат 2.0 или почему Джордж Орвелл был неправ. Сначала вспомним основной религиозный принцип. Любой социальный принцип любой религии организованной. Несмотря на ваше поведение здесь, вы можете обманывать или быть обмануты. Вы можете скрывать от других или не скрывать. Наверху все увидят и все рассудят. Есть контролирующий наверху человек или верховное существо, которое знает все про вас, абсолютно все, каждое ваше движение, и воздаст по вашим грехам. А теперь представьте, что это существо не выдуманный персонаж, а реальная государственная программа, которая следит за каждым вашим шагом и знает о вас больше, чем вы сами. И такая система воплощается в Китае уже порядком 4 лет. Более 30 китайских городов на данный момент запущены в программу так называемого социального кредита или социального доверия. То есть у нас есть государственные организации, которые следят за каждым вашим движением. И собирают эти данные с помощью системы Big Data, о которой вы могли слышать вчера, если были на лекции. Собирайте данные и представляют вам тот или иной рейтинг. То есть, например, да. Вроде того. Изначально каждому человеку, участвующему в этой программе, дается рейтинг 2А, 1000 баллов. И в зависимости от его действий, который регистрируется вообще всем, чем можно, придаются или убираться еще дополнительные баллы. Например, если вы в Китае не посещаете родителей или плохо возвращаете кредит, у вас баллы убираются. Наоборот, если вы покупаете здоровую еду или например, переходите на красный цвет, каждый раз ничего не нарушаете, баллы постепенно набираются. И в зависимости от этой бальной системы, сколько у вас баллов есть, так вы будете заниматься в китайском обществе, по крайней мере, в бюрократической его части. Например, если вы благожитель высшего класса AAA, попав в больницу, младший персонал будет обязан выполнять все ваши прихоти. Он должен будет вас проводить. Это бесплатную коляску, если нужно, провести все бесплатные процедуры, которые требуют больших затрат. Вот, например, если вы уже обладаете рейтингом B, просто так вас в больницу не возьмут. Вам нужно будет давать залог для того, чтобы
в знак того, что вы сможете оплатить все эти услуги. Например, если вы пойдете в рейтинг С, вы считаете одним из низших, это уже очень плохо. Такие услуги могут вообще не предоставлять. А если вдруг вы пойдете в рейтинг D, вы становитесь для всего общества потенциально опасным. Так как даже если вы будете просто жить, не нарушая ничего дальше, живя как жили раньше, те, кто находится выше вас по этой системе, не смогут нормально с вами общаться. Потому что человек с рейтингом AAA общается с человеком с рейтингом D. Если об этом узнают госструктуры, человека с высоким рейтингом, они его понизят. Так, очень опасно попасть в социальные сети. В Китае, как мы знаем, есть великий фаервол, великая стена, защищающая их интернет от всего прочего. У них есть свои аналоги Твиттера, Фейсбука, Ютьюба, всего остального. Так, две основные компании, занимающиеся социальными сетями и мессенджерами в Китае, это всем известная Alibaba с их AliExpress и Tencent. Кто-то может ее знать по игре League of Legends. Это их игрушка, выпускаемая им последние 4 года. Они являются владельцами наиболее популярных китайских мессенджеров. Китайского аналога Твиттера, китайского аналога Фейсбука, китайского аналога WhatsApp и всего остального. Они также работают на государство. Отправляют все ваши данные из ваших социальных сетей напрямую в государственную структуру, которая занимается подсчетом всего этого. Если, например, у вас в друзьях находятся люди с низким рейтингом, или, например, у вас стоит на аккаунте не свое имя, не своя фотография, потому что у вас понижаются баллы. Поэтому в Китае, по крайней мере, на данный момент, нужно очень обстоятельно подбирать свои социальные связи. В целом, эта довольно жуткая структура отражается почти на каждом жителе 30 городов. Главная проблема ее в том, она, может, была бы хороша, если бы были бы объективные, какие-то правильные принципы, по которым отбирается все это. Но принципы известны в самой Компартии наверху. То есть, например, если вам скажут, что правильным поведением является, например, отдавать все свое имущество бездомным, и вы не будете этого делать, ваши баллы будут понижаться. Или, как уже был пример, про посещение родственников. Нигде никто не говорит, сколько родственников нужно посещать, как часто и к кому именно нужно ездить. Также совлечено с огромным количеством более физических непоняток. Начнем, например, по такому примеру. Вот гражданин в одном из городов, где проходит программа. Решил он поехать на выходные в более южное место. Тоже еще один город, в котором программа присутствует. Выехал он, и из-за того, что его спидометр начал немножко подвисать, он превысил скорость. Запечатлившись на 15 камерах, он потерял с карты по 5 баллов. Когда 65 баллов опустилась из категории 2А в категорию Б. Просто за фактически одно правонарушение, которое было зарегистрировано на многих разных системах. Все это было бы не так уж и плохо во многом, если бы не, собственно, сама сущность китайской автократической структуры. Китай, как нам известно, это довольно жесткая автократия, партийная автократия, где решения политические все принимаются в недрах коммунистической китайской компартии, которая в данном случае и будет решать, чем вы будете заниматься, как вам жить и как вам жить. Пока эта власть никак не контролируется людьми, все эти данные, все принципы, по которым вы должны жить, все они являются, во-первых, недемократическими, выбранными не вами, вам, возможно, неудобными и ненужными, во-вторых, во многом неизвестными. Так как все документы, которыми оперирует китайская компартия, обладают определенной размытостью. Что нужно делать, чтобы в такой системе быть наверху? Китайские блогеры нашли уже не так давно методы, по которым можно легко наращивать свои баллы. Это можно делать двумя способами. Во-первых, консюмеризм. Консюмеризм, если кто не знает, это то, что по-русски называется потребленчество. Та философия жизни, когда главное для человека основным его деятельностью становится потребление тех или иных продуктов. Так, если в Китае вы приобретаете полезную еду или любые вещи через свои компании, через AliExpress или иные компании, китайские, занимающиеся дистрибьюцией и производством, вы получаете определенное количество баллов. Также количество баллов зависит от вашего финансового состояния. Если у вас на счету постоянно более 1000 юаней, сумма довольно небольшая, но
все же низкозначимые, вас будут оценивать несколько выше, чем всех остальных, у кого мало денег на счету. Также важным моментом здесь является не только что вы употребляете, но и сколько. Например, было цитата у одного из политических деятелей, что если человек в основном покупает множество компьютерных игр и проводит по 10 часов за компьютером в день, тот человек ненадежен, и баллы ему нужно снижать. Но если, например, основной покупкой человека является памперс и детское питание, то, скорее всего, это ответственный человек, имеющий ребенка, баллы которому нужно повысить. Собственно, на чем в первую очередь отражаются баллы? Баллы нужны в первую очередь для комфортной жизни. Для высоких баллов, помимо того, что я уже называл, даются разнообразные привилегии. Во-первых, в области кредитования. Если у вас AAA знак, вы можете брать кредит без залога на 200 тысяч юаней. Это уже довольно большая сумма. С двумя A сумма ограничивается 100 тысячами. С B это, правильно, 50 тысяч. А дальше вам кредит уже просто так не дают. Вам нужно будет подтверждение с места работы всех остальных вещей, которые вы, в принципе, можете отдать. Также это отражается на всех ваших общественных делах. Если у вас есть очень высокая, например, очень высокий рейтинг, при работе с другими структурами вы можете получать облегченный доступ ко всем процедурам. Например, у вас есть пара документов, которые вам нужно отнести в администрацию. Но вот вы забываете, например, свидетельство о рождении своего ребенка. У тех, кто обладает AAA классом, они могут просто отнести то, что у них есть, а потом при электронной почте отправить скан документа, которого не хватает. Если такая возможность была в России, бюрократические перепоны отпали бы во многом для большинства жителей. Но, например, если вы обладаете рейтингом D, то вас, в принципе, могут в администрацию даже не пустить. Потому что вы можете работать только по электронной связи с ними, так как вы неблагонадежны. Стоит подвести вывод, к чему, в принципе, все это нас ведет. В последние десятилетия все ярче и ярче видится то, что такое на самом деле отставание одних стран от других. И если лет 200 назад отставание в технологиях было решающим, что если ваши технологии хуже, чем чужие, то вы в таком случае будете проигрывать, вы будете находиться в рабском положении, вы будете неразвитым народом, то теперь мы видим, что за последние 40-50 лет после глобализации это отставание уже не имеет никакого значения. Технологии легко покупаются, технологии воруются, передаются. Это все крайне просто. Главным современным отставанием в современном мире является отставание общественное и политическое. То есть, если вы в своей стране не успели ввести демократию, не построили себе гражданское общество, то вас ждет вот такая судьба. Рано или поздно такие технологии распространятся на большинство стран авторитарного режима, потому что это максимально удобно для контроля, слежки за населением, за направлением его в нужное партии русло. И если в вашей стране ни гражданское общество, ни демократия, с помощью которой вы можете ограничить, такое рабское будущее ждет и вас. У меня все. Будут вопросы? Да, спасибо большое, Никита. У меня к тебе возникло несколько вопросов. Все же твое мнение, это будет новая совесть или все-таки это скандалы? Вот, как ты считаешь? Ну, вот давай возьмем вот сейчас вот этот же самый Китай. Вот для Китая в данный момент что это? Тут нужно определиться с понятиями. Если совесть — это внутреннее ограничение, которое внутри вас сидит, выработано обществом, и говорит вам, что делать, что не делать, то скандал — это внешнее ограничение, которое говорит вам сверху и запрещает вам делать те или иные вещи. А что в Китае, где большинство людей уже отошли от идеалов китайской компартии и всего остального, это будет скорее кандалами. Но опять же, есть очень похожая система в странах Запада. Они такие более частные и работают в частных компаниях, например, для работников или для клиентов той или иной компании, которые дают бонусы за постоянное использование. Тогда это больше похоже на стоимость. Когда ты внутри себя решаешь, что ради этого стоит пойти еще в какую-то компанию, получше там работать, или, например, что-нибудь в них покупать. Просто бонусы таких систем. Хорошо, спасибо. У меня еще один вопрос. До меня, в принципе, без микрофона слышно. Вот представь вот эту же ситуацию в России. Твое мнение по этому поводу. Что станет с Россией, как это скажется вообще на ней? То есть хорошо это или плохо? На самом деле в России уже действует очень похожая система. В Москве, получается, в 2011 году ввели прекрасную систему «Активный гражданин». Суть ее заключается в том, что
Если вы находите правонарушения или какие-то проблемы в устройстве города, вы можете на сайте отправить отправить на сайт этой программы, получить определенные бонусы. Это может быть скидка в метро, скидка в ресторане. Если я правильно помню, изначально самым большим достижением, которое можно получить, был ужин с Собяниным, мэром Москвы. Но на самом деле в России, если бы воплотилось, то был примерно так же, как в Китае. Но проблема в том, что Россия воплотиться не может. Все-таки Россия не является в полном смысле авторитарной страной, так как она более гибридный режим. Тут есть и гражданское общество, и институты демократии, которые не позволят вести вот такой откровенный контроль за всеми. Хорошо, спасибо большое, ребят. У кого есть еще вопросы? Да, конечно. Да, конечно. А второго микрофона нет? У меня короткий вопрос. А как вообще мировое сообщество, прогрессивно развитое европейское общество относится к внедрению такой системы в Китае? На самом деле, это такая тема, Китай во многом закрыт для внешнего мира. Поэтому об этой проблеме знают только политологи. Но на всем пространстве от Южной Кореи вплоть до Лиссабона, где занимались этими вопросами, почти везде называют эту систему «Большой брат 2.0». То, что «Большой брат» Оруэлла вышел на технологический уровень. Но понятно, что относится к этому крайне негативно. Но там есть понимание того, что как было с «Большим братом 1.0», то есть с пропагандой, традиционными средствами, с помощью телевизора, радио и всего остального. В итоге это привело к тому, что не только мы стали орудием пропаганды, но благодаря всем тем же самым инструментам мы смогли сами следить за властью. То есть интернет не стал, развитие технологий не сделало возможно наше зомбирование, а сделало нам возможность не за тем, что происходит в мире. Что-то похожее может случиться и с «Большим братом 2.0». Так как, во-первых, чиновники тоже люди, и у них будут точно такие же аккаунты в этой системе, в которые можно будет посмотреть открыто, чем они там занимаются. В этом плане только КПК, верхушка партии, остается в тени. Но во многом это движение именно к возможной трансгрессивности, прозрачности. Так, ребят, Паш, у тебя, да, вопрос? Хорошо, без проблем. Ну, я хотел поинтересоваться, а вот это то, что, скажем, пришел человек с рейтингом D, его в больнице не обслужили, это как-то законодательно закреплено в Китае? В Китае нет государственных больниц в полном смысле. Там вы платите за лечение. Если человек с категории АА приходит с любой болезнью и его лечат, и вам потом уже платят. То, например, если придет человек с категории D, его могут не обслужить, пока он не несет деньги. Нет, я говорю, это законодательно как-то закреплено? Да, вполне себе. Ну а чем вот эта схема лучше схемы демократическая? Если учитывать, что демократия это власть денег, то у нас у кого, если у тебя деньги много, тебя по системе 3 обслужат, если у тебя денег нет, тебя по системе D обслужат. Почему вот рейтинговая система за хорошее поведение, она хуже, чем система в зависимости от твоего капитала? Потому что, в принципе, не зависит от денег. Если у вас рейтинг D, это может быть просто за то, что вы сели в машину, проехали по 15 камер с превышением скорости, и ваш рейтинг скинули до самых низов. Это не зависит от денег. То есть, как может быть у хорошего человека платить? Ну правильно, не зависит. Я говорю, чем она хуже той системе, когда все зависит от денег. Вот сейчас тоже, если у меня есть 1 100 000, я в рейтинге 3А, и меня обслужат по высшему классу. Если я живу на нищую пенсию, у меня рейтинг D, и меня не пустят на порог какого-то дорогого лечебного учреждения. То, что не зависит от ваших убеждений, от вашего образа жизни. Это зависит только от того, есть ли у вас деньги. Это уже совсем другая тема. Но в Китае вас могут не обслужить просто потому, что, например, вы придерживаетесь другой идеологии. Или, например, вы христианин. Вот по таким вопросам, по таким местам, которые для больницы никакого отношения к ней не имеют. Хорошо, спасибо за вопрос. Да, Павел, вот я немножко просто это такой в экскурс истории по баркэмпам. Где-то года 3 назад у нас выступал профессор Андрей Ростовцев из Диссернета, и объясняя, Диссернет занимается тем, что они находят липовые диссертации и придают публичности эти факты, и вот он, рассказывая о своей деятельности, говорил, что их на самом деле задача не то, чтобы вот найти прям вот конкретных жуликов, а она несколько глобальнее.
для того, что нужно типа в России вернуть институт репутации, который типа в России на самом деле сейчас он как-то разрушен из-за того, что как раз типа вот люди, которые по идее должны были быть достойными героями дня, они там на них либо их игнорируют, там, допустим, либо госканалы, либо на них нападает там госпропаганда, и наоборот. В общем, часто люди, которые у нас там известны, это люди, которые там не имеют никакого бэкграунда, просто они были раскручены. И вот то, что здесь вот ты описал, это некоторый такой, ну как, Китай это скорее некоторый негативный пример там, создания цифровой репутации. А есть ли некоторые шансы на то, чтобы вот учитывая развитие всех наших технологий и свободного интернета в мире, и пока что еще такого относительно свободного в России, создать некоторые институты, которые, наоборот, помогли бы вернуть вот эту репутацию и использовали это для того, чтобы, ну, как бы, условно говоря, для блага, а нежели для какого-то тотального контроля? На самом деле здесь есть две вещи, которые стоит обсудить. Похожая система будет воплощена очень тяжело, если она будет негосударственной. То есть в Китае они отслеживают 160 тысяч разнообразных показателей, по которым уже смотрят всю эту систему поведения. Воплощение этого негосударственного в демократии в принципе невозможно. Ну просто не хватит денег ни у кого, гражданского общества. А сама система репутации, она потихоньку так восстанавливается. Пускай не в виде четкой программы, которая вам покажет прямо, какие у вас баллы или что вы там делали, но хотя бы в виде свободных СМИ, интернет, и того, что в интернете ничего не исчезает, и что у вас было в интернете там, в 2007 году, он останется до этого самого момента. Хотя бы в этом виде репутация на каком-то уровне будет восстановлена. Репутация. У меня такой вопрос. Есть какие-то критерии? Человек может заранее знать, что ему надо сделать, чтобы повышать свой рейтинг? Или это все идет хаотично, он ни на что не влияет? Как раз да, или от чего его рейтинг понизится? Это где-то прописано или нет? Как раз я говорил, проблема потом, второй вопрос, как себя чувствуют китайцы вот с этой системой? Я вижу, что в России и в других странах очень много китайских туристов. А я считаю, что если они могут путешествовать, значит, они себя, наверное, очень хорошо чувствуют. Вот как вы на это скажете? Ну, давайте сначала отвечу на второй вопрос. В Китае ко всем подключены не все города, не весь Китай. Это планируется так сделать к 2020 году и дальше продолжать наращивать эти усилия. Сейчас там 30 городов. По их понятиям, поездка в Россию считается вполне себе нормальным действием. Здесь нет ничего такого, на что можно было бы спустить баллы, снизить. А про критерии, как я уже говорил, критерии устанавливаются Компартией, и при этом устанавливаются максимально размыто. Уважение к старшему, выполнение законов и все остальное. Если выполнение законов все еще более-менее понятно, то что правда, не стоит нарушать закон, чтобы вам баллы не списывали. Например, что вам нужно правильно есть, кого когда вам правильно посещать, это уже не очень понятно. И нужно как-то самому додумываться. Влиять никак не может. Это именно действие Компартии Китая. Вот именно верхушка. Хорошо, спасибо большое. Есть еще вопросы? Да, конечно. Скажите, пожалуйста, в каком возрасте обязательно нужно открыть аккаунт, да, для того, чтобы войти в эту систему? И можно ли без этого обойтись? Там скорее работает так. Если у вас есть пластиковая карта и смартфон, вы в этой системе уже есть. Потом ничего не создаете, вас самих записывают. Обойтись без этого обойти только если отказаться от смартфонов, компьютеров, карт и всего остального. Вот точно так же будет прослеживание. Все. Да, все просматривается. Хорошо, спасибо большое. Есть еще вопросы? Конечно. А чем это отличается от обычной аналоговой восточной репутации? Вот я не понимаю просто, чем китайцы стали жить хуже? Тут дело в том, что та же репутация только на новом уровне. Но если в аналоговом, древней, начавшей с 2 века репутация, система репутации была разрушена в прошлом веке, так как индустриализация и быстрый рост городов просто сделали невозможной прослеживание репутации вот на весь свой огромный район. Они просто вернули историческую. Но это довольно жуткая историческая память. Таня, чтобы вы понимали, если кто-то не знает, то в Китае с 2 века до нашей эры введены реформы, по которым, если ты житель китайской провинции, китайского города, китайской деревни, ты объединяешься с своими соседями в определенное объединение, в котором вы каждый друг с другом следите. У вас есть староста, который докладывает о ваших действиях властям. Каждый несет ответственность за другого.
В прошлом веке система пала просто потому, что невозможно было ее употреблять нигде, кроме остатков деревень. А в городах за счет того, что был их бурный рост, это сделать было просто невозможно. Но теперь система возвращается, причем примерно с теми же инструментами. Люди в городах объединяются уже в сообщество по 400 человек с помощью электронных технологий, где также есть свой смотрящий, который рассказывает за них все государство. Ну, это довольно жуткая часть китайской истории, которая была во многом забыта в прошлом веке, чему радовались политологи, опять же, прошлого века. Теперь она возвращается на новом технологическом уровне. Просто с точки зрения китайцев, просто возвращают свои возможности. Китайцы, которые сейчас живут в городах, они свои возможности возвращают. Это уже не те огромные семьи, где рожают по 20 детей. Это обычная, нашего понимания, европейская семья. Это обычные люди, которые даже ходят на работу, им все равно. Это не древние китайцы. Это обычные современные люди. И для них приход к этому является во многом... Конечно, они не думают в этих аналогиях с большим братом. Для них это скорее досадная помеха.